трагедии. И понятно, что главное это понимание, то, что иногда только от слов, которые выглядят такие страшные, может произойти такой ужас и ответственность, которая лежит на каждого человека, и понятно его действия, но тоже его слова. Почему? Потому что, к сожалению, сила зла, она находится рядом с нами, иногда находится даже внутри человека. И быть уверенным, что такого не может повториться, к сожалению, никто не может. И этот день вспоминает о трагедии не так давно. Это всего 70 лет тому назад, 60 лет тому назад. Как мог бы весь мир смотреть на все это и не действовать, быть равнодушным? К сожалению, потому что очень легко оправдать любые действия. Геноцид, ксенофобию. Человек всегда ищет какие-то причины, чтобы доказать, что я прав, а другой нет. И если он не прав, тогда дальше уничтожить его или оставить его жизнь. Это мой выбор. А Холокост учит нас, что, к сожалению, если это произошло однажды, это может повториться всегда. И мы видим это в мире, в разных регионах, что до сих пор есть такие не только чувства, разговоры, но даже действия. Но с другой стороны, это тоже день, который мы, если можно так говорить, празднуем победу. Почему? Потому что сила героизма многих людей, понятно, солдаты, но в первую очередь те, которые рисковали своей жизнью, спасали детей, много семей, это возможно перевернуть все и действовать по-другому. Сегодня, слава Богу, мы живем в мире, где почти все государства понимают, что это было неправильно. Но это недостаточно. Нужно бороться со всеми проявлениями, которые бывают у людей, у молодежи, и неважно против кого. Если это ненависть, если какая-то нация страдает от цвета кожи, от принадлежности, от идеологических интересов, нам нужно действовать. Действовать совместно, делать все возможное, чтобы это не повторилось.